Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Даяна Федорова. Здравствуйте. На этой неделе в Якутске проходит 18-я по счету конференция водоканалов России. И сегодня в программе Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. Елена Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Сегодня в Якутске открылась работа 18-й конференции водоканалов России. Расскажите, с какой повесткой проходит мероприятие в этом году, какие наиболее актуальные дискуссии и темы для отрасли вы сможете выделить отдельно? Во-первых, очень вам благодарна за приглашение, потому что для нас очень важно, что СМИ интересуются проблемами водоканалов. Для нас это действительно очень важно. Это действительно 18-я конференция, и водоканалы, и производители приехали в Якутск для того, чтобы обменяться мнениями здесь, непосредственно на якутской земле. Дело все в том, что Якутия, конечно, очень особенный регион из-за климатических условий, из-за отдаленности, из-за плотности населения. Очень-очень особенный регион. И поэтому, конечно, несмотря на то, что есть общая повестка, которая всех волнует, это вопросы, связанные с экологией, с нормативами сбросов сточных вод, которые очень жесткие на России, в принципе. Это вопросы очистки подготовки питьевой воды, это вопросы нормативного регулирования и финансирования водоканалов. То есть целый блок, огромный блок вопросов. Но для Якутии, конечно, есть наиболее актуальные вещи, которые именно связаны с климатической повесткой и с такой обширной территорией. Расскажите, как по оценке РАВ можно системно повысить качество питьевой воды в малых и отдаленных населенных пунктах Якутии, где нет полноценных станций водоподготовки? Да, вот поподробнее, какие технологии, организационные или финансовые модели здесь наиболее реалистичны? Вы знаете, я думаю, что Якутия сейчас, так же, как и все регионы России, находится в тренде. Сейчас очень многие идут по пути укрупнения водоканалов. Дело все в том, что обычно в областном центре, таким является город Якутск, достаточно развита система водоснабжения, и ваш водоканал, он один из лучших в стране, он действительно очень передовой, использует все хорошие технологии. И, конечно, есть кадры, которые могут это реализовывать. В малых городах, к огромному сожалению, сложно организовать таким образом систему, чтобы высококвалифицированные кадры могли действительно подавать хорошую воду и могли хорошо готовить эту воду. Поэтому сейчас все идут по пути укрупнения, и большой водоканал, такой как Якутский водоканал, присоединяет к себе малые водоканалы и поставляет воду в малые водоканалы. Если это становится невозможно, то вплоть до подвоза воды для того, чтобы качественной водой снабжать население малых городов. Какие механизмы поддержки и финансирования РАВ рекомендует для модернизации сетей в регионах с низкой плотностью населения и высокой стоимостью логистики? Какие кейсы из практики ассоциации можно считать релевантными для Республики Якутия? Вы знаете, так получилось, что когда я ждала эфира, я встретилась с вашим министром финансов, и мы с ним как раз обменялись впечатлениями, каким образом финансируется из бюджета, в частности, водоканал. И я была очень приятно удивлена, что Якутия является особенным регионом, который дает государственные гарантии для кредитования. Я должна сказать, что, работая со всеми регионами, я не знаю таких примеров, чтобы давали государственные гарантии предприятиям. У вас эту гарантию дает. И ваш министр в том числе сказал, что эти гарантии банки принимают, и более того, принимают их не 1 к 1, а 1 к 4, например, что на 1 рубль гарантии дают там условно 4 рубля заемных средств. Это, конечно, удивительно хорошо, потому что для республики это очень важно, для региона это очень важно, потому что вы правильно сказали, что логистика сложная, климат сложный, население, плотность очень низкая. Поэтому здесь, конечно, очень важны финансы. И, безусловно, при таком положении вещей необходимы субсидии, потому что очень дорого будет все это реализовывать, и для того, чтобы люди могли платить за воду, и чтобы они были, чтобы было достойное существование, необходимо, чтобы была субсидия, потому что высокие цены на воду, вода необходима, но высокая цена за воду, она, естественно, сложна для того, чтобы ее платить. Елена Владимировна, а какие технологии очистки сточных вод и обработки осадков наиболее эффективны с точки зрения экологии реки Лены и при этом экономически и энергетически приемлемы для северных условий?
Вы знаете, вы живете на фантастической реке, я должна сказать, огромная река, такой самоочищающийся организм, потому что чем больше река, тем больше у нее способность к самоочищению. И, в принципе, ваши малые города могли бы, наверное, вообще ничего не чистить, и река Лена спокойно бы это принимала. Дело все в том, что у нас очень жесткое законодательство в России, экстремально жесткое. Такого жесткого законодательства нет нигде в мире. И у нас требования к сточной воде гораздо более жесткие, чем к питьевой. То есть у нас питьевая вода является загрязняющим веществом, когда она сбрасывается, понимаете? То есть это прям совершенно удивительно. То есть если вы сбрасываете воду сточную, она должна быть чище питьевой воды. Вот такие требования, с моей точки зрения, они избыточны, особенно при таком положении вещей, когда есть огромная река, которая, ну, как бы сказать, она не замечает этих стоков практически. И только такой город, как Якутск, естественно, чистит совершенно замечательным образом свои стоки. Я знаю, что у вас была в свое время реализована по программе, причем, по-моему, даже Европейского банка, строительство очистных сооружений, которые до сих пор в актуальном состоянии. Вот. И, в принципе, этого более чем достаточно. Поэтому вот эти запредельные штрафы и требования, они на самом деле в данном случае для вас, они практически избыточные. Тем более, что река еще и холодная. Там точно не возникает никаких сине-зеленых водорослей, как в теплых реках и так далее. То есть я считаю, что Якутску и вообще республике очень повезло, что вы живете на такой волшебной реке. Очень здорово. А какие цифровые диспетчерские решения считают приоритетными для снижения потери воды и повышения надежности систем в удаленных районах? И есть ли методические рекомендации по их внедрению при ограниченном бюджете? Ну, ограниченный бюджет у нас, к сожалению, у всех, поэтому тут методические рекомендации потянуть пояс и быть творческим человеком. Но вообще ассоциация имеет такой центр цифровых решений. Мы действительно собираем наилучшие практики, мы их предлагаем коллегам. И это уже достаточно давно работает, очень любопытно работает. И в том числе вот здесь на конференции у нас будет большой блок, посвящен как раз цифровым решениям. И наша коллега, которая занимается этими цифровыми решениями, как раз предложит, как вы говорили в начале нашей беседы, любопытные кейсы для того, чтобы можно было рассмотреть как раз в условиях, когда денег нет. Вообще говоря, цифровые решения помогают экономить деньги, поэтому это очень важно. Спасибо вам большое, что сегодня провели диалог с нами в нашей студии. Уверена, что работа 18-й конференции пройдет успешно и будут услышаны, да, не менее интересные кейсы, которые, возможно, будут реализованы. Спасибо. Мы тоже на это очень надеемся. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи.